канун Дня знаний фонд «Дети Саха-Азия» вручал школьные ранцы детям из приемных семей. Эта акция вызвала радостные эмоции школьников, и они делились с нами впечатлениями от летних каникул. Мое лето прошло очень отлично. Я заработал денег. Еще мы очень весело провели это лето с друзьями, родными. Очень отмечали хорошо день рождения. Мы сегодня получили школьные ранцы Международного детского фонда «Дети Саха-Азия». Спасибо большое вам. Школьные ранцы стали своевременным и нужным подарком для приемных семей. В большинстве из них в школу идут сразу несколько учеников. Мы благодарим Международный детский фонд «Дети Саха-Азия». Я поступаю в 4 класс, и мне этот рюкзак очень понравится для школы. Буду учиться на 5 и 4. Школьные ранцы вручались детям из разных районов республики. Меня зовут Степанов Сергей, перешел в 4 класс Оросунской средней школы, села Оросу, Верхневилюйского улуса. Спасибо за рюкзаки. Ранцы получали дети из тех приемных семей, которые стали героями нашей телепередачи в разные годы. И было радостно видеть, как за это время подросли и повзрослели дети. Спасибо за рюкзаки. У нас в семье много школьников, и для нас это огромная помощь с вашей стороны. Приемные родители вкладывают много сил, любви, внимания в своих детей, и добрая поддержка для них значима. Мы знаем, что очень сложно собрать детей в школу, и собрать ребенка, одеть его, купить ранец, школьные принадлежности. Это большая сумма уходит на все это приобретение, от школьной формы до обуви спортивной и прочее. Поэтому мы решили оказать такую поддержку в наше непростое время именно приемным семьям. Мы давно работаем с приемными семьями, опекаем их, и нынче такая акция проводится. У нас получило на сегодняшнее число 26 приемных семей, в которых воспитывается 116 школьников. Приехали из 11 районов нашей республики и города Якутска. Общаясь с детьми и родителями, мы видели искренние семейные взаимоотношения и радовались тому, что сейчас дети живут в семьях, ставших для них родными, подаривших им самое главное – счастье жить в семье. Около 2 лет назад в Якутске открылся временный приют для женщин с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию. Необходимость его открытия особенно актуальна в столь непростое время. Приют был создан для помощи женщинам с детьми, оказавшихся в кризисной ситуации, для решения их проблем, различных вопросов, которые возникают. Это женщины разные, которые оказались на улице без крова. Это и пострадавшие от домашнего насилия женщины есть, те, которые потеряли работу, беременные женщины. У нас приехали на медицинское обследование, и так как нет у них средств снимать жилье, гостиницу, их по направлению перинатального центра они у нас проживают. Женщины, пришедшие в приют, получают самую необходимую помощь и решают многие вопросы, позволяющие им выйти из кризисной ситуации. Вот это павлин. Большое внимание в приюте уделяется детям. Администратор проводит различные занимательные и обучающие мероприятия, которые способствуют развитию творческих и мыслительных способностей. У детей такие занятия вызывают неподдельный интерес. Сейчас проходит у нас занятие по рисованию пальчиками. Занятие направлено на развитие мелкой моторики, воображения. В приюте у нас проживают женщины с детьми, попавшие в трудную жизненную ситуацию, и мы проводим такие занятия для детей, чтобы развить их творческую натуру.
Во временном приюте детям и их мамам создают необходимые условия для того, чтобы наладить их жизнь. Так, с детьми каждый день занимаются специалисты по разным направлениям, водят в кинотеатры, на прогулки, создавая вокруг атмосферу тепла, уюта и заботы. Ведь очень важно вовремя оказать комплексную помощь и помочь людям выйти из трудной жизненной ситуации, тем самым восстанавливая благополучие семьи. Семья, которая находится в социально опасном положении, это прерогатива, конечно, системы органов профилактики. Всех координирует такую систему у нас комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Орган опеки занимается детьми, оставшимися без попечения родителей. Но чтобы не было в последующем, да, например, вот ТЖС, потом они признаются в социально опасном положении, да, на комиссии по делам несовершеннолетних, и потом уже как бы мы начинаем, ну, вот свою работу, лишение родительских прав, ограничение родительских прав. Если вся работа профилактическая со всеми структурными, ну, системой органов профилактики проведена, и если семья уже не идет на улучшение, да, родители уже не воспитывают своих детей, конечно, вмешивается уже орган опеки. И уже через суд мы их ограничиваем, лишаем. К сожалению, конечно, лишений много, чем восстановление в родительских правах. Но мы стараемся с такими семьями работать. Знакомьтесь, Алиса. Малышке 2 года. Она очень добрая и ласковая девочка. Как и все дети, Алиса любит рисовать и с удовольствием разрисовывает бумагу цветными карандашами, выбирая свои любимые цвета. Знакомьтесь, это наша Алиса. Алисе 2 годика. Алиса добрая, улыбчивая, очень хорошая девочка. Она любит играть с детьми, постоянно помогает маленьким. Она очень любит пирамидки. Внимательная, послушная, самостоятельно ест, ходит, знает свою кроватку, знает свое полотенце, знает, где находятся и стоят ее любимые игрушки. Она очень любит читать, ну, в данном случае смотреть книжки, рассматривать, рассказывать на своем языке. Алиса в данное время стала повторять слова. Она очень хорошо говорит «спасибо», «до свидания», «здравствуйте», «мама», «папа». Да, Алиса? Она очень любит яркие, шумные, светлые игрушки. Нет, вот так. Сюда. Угу. Нет, поменяй. Молодец. Алиса, смотри. Это кто? Это кто? Мяу, да? Мяу. Ой, собака. Собака как говорит? Ам. Молодец. А это? Кошка. Мяу. Собака. Угу. А это? Му. А это? Га-га-га. Гуси. Лисичка как делает? Фыр-фыр-фыр. Это ягуар. Р-р-р. Птички. Птички как делают? Летают. Вот птичка, да, молодец. Это птичка наша. А это собака, смотри. Как говорит собака? Ам. Алиса живой и открытый ребенок. Ей интересно все вокруг. Она любит проводить время в сенсорной комнате, трогая и изучая все, что ей интересно. Алиса подвижная, с удовольствием общается с окружающими, легко вступает в контакт с воспитателями и детьми. Алиса у нас наблюдается у специалистов, регулярно проходит стационарное обследование, курсы реабилитации.
Алиса сообразительная и смышленая девочка. Она легко делает то, чему ее научили, проявляя при этом аккуратность и исполнительность. Алиса нуждается в заботе и любви, и мы надеемся, что она обретет семью и будет счастлива. Это Лерочка. Лерочке на сегодня год и 9 месяцев. Девочка очень активная, подвижная, общительная, ласковая. Любит общаться с ребятишками, смотрит за ними, наблюдает, как они играют, с ней они общаются. Аппетит хороший, кушает все с удовольствием. Засыпает, по-разному бывает. Иногда долго лежит, сама себе песенки поет и потом засыпает. Лера, иди сюда, иди поиграем, давай ручки, давай поиграем. Ладушки, где были? У бабушки. Что ели? Кашку. Полетели, как полетели. Вот так полетели. В здоровом аппетите Лерочки мы убедились, наблюдая, как хорошо она ест любимый суп. А еще Лерочка очень любит играть мячиком. Давай сама. Ой, молодец. Давай еще. Опа! Ой, какой шарик, лови. Ой, да. Вот так. Ай, иди смотри, какая у тебя тут игрушка. Ай. Вот жизнерадостная она такая, веселая девочка. Конечно, ей бы в семью, где вот папа, мама окружат ее со всех сторон.